вот эти годы. Да. Вообще-то, да. Уже вот москвичка в Якутске. Ну, у как нас. бы, да. Прилетела. Скучали? Вот, короче, мы ждем сейчас маму и едем в Чучур-Мыран на ужин. Папа нас уже там ждет. До этого мы с Настей были в сокровищнице. Нам очень понравилось. Ждем огромный сюда вот бриллиант. Да. Минимум 1 карат. Да? Вот. А еще лучше, чтобы камень был вот такой и вот так вот аж рука, чтобы падала и волочилась по полу. Все хотят. Ой, она отсюда выходит. Мне очень понравилось. Господи, как красиво, господи, бриллианты. У нас влог. Хочется колечко, сережки. Они еще все таки красивые, такие блестящие. И прям хочется, чтобы прям на пальчике, да, что-то блестело. Очень красивое, большое. Да. Такая у нас веранда. Тут что-то чинят. Вот туристка. Прикольно так это. Да. Такой аутентичный ресторан якутской кухни. В общем, у мамы есть подружка, наша местная художница, которая у нас в Конаково рисует. Вот, мы приобрели вам такую небольшую картинку Конаковского города. Потому что наш город стал туристическим, отчасти из-за Бора и из-за Волги. Ух ты! Да, нарисовала вот мамину подружку. Да. И вот такой небольшой третий презент. Это вот мамин любимый. Это вот и у нее связано с детством. У нас очень в Конаково очень многих есть такая статуэтка. И есть такая легенда, что Елизавете II, вот, которая была королева Англии, или какой-то посол, или там, какой-то дипломат подарил эту статуэтку, и что она всю жизнь ее хранила на столе и говорила, что это самый лучший подарок из России, который у нее был. Я запаковала, чтобы точно ее довести. Вот, это такой живаш. Сделай наш конаковский фаянс. Ничего себе! Красота! Это вообще такой стильный. Да, и вот у нас дома есть, у бабушки был. Ура, ура! Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы с вами в якутском магазине накупаемся на сплав. Вот. Мои ощущения до, я немножечко в ужасе, но об этом позже. Что мы ищем? Снеки, да? Да. Это печенье. Ну, Какая музыка хорошая. Дороги всегда хочется есть. Да. И в целом там, кстати. Это какие-нибудь злаковые, может быть, как батончики взять? Какой возьмем? Давай. Это наши песни играют, скажи. Да! Я все ем. Ой, ты сюда вставил? Смена кадра. Вот думаем, что брать. Ну, печенье по-любому возьми какое-нибудь. Что, купаем, едем? Наш выбор. Вот наша картина. Ой, Выручный кофе с корицей. Завтра четверг. Будем богатеть. Как мать. Мы решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Как всегда в этой жизни. такая хорошая музыка, я не могу. Пойдем покажем новинки. Новинки якутских магазинов. О, лабубу. Что с лабубу продается в магазине? Имеется киткат. Вот такие всякие штучки. Всякие шоколадки Марс и так далее. Но, мне кажется, Марс у нас тоже продаются. Но киткат у нас точно не продается. А еще там крутое мороженое. Вот такое вот всякое китайское, корейское. Просто я немножечко дикарка. Я такого не видела уже очень давно. Хозяйка. Начало поездки. Да. Ну вот, вещи загружают.
Настя впервые у нас в кафешке придорожной. Ой. Цивилизация в Хандаге. Пьем кофе вкусный. Шамандрика. Когда таческие дороги. Палаточный городок. Мы очень хорошо приехали вовремя. Ня. Да. Общественная мусорка. Повтори. Там костер надо поснимать. Чтобы все слышали, что меня эксплуатируют. Ё-моё. Девчат, вы какие-то экстра модные. Это супер модность. До свидания. Обзор на Эдиту. Как бы до свидания. Это кто? Это просто вы видели бы вы меня? Сказали, надо, чтобы ты в руку сделала, не поворотила. Деревянная? Не, Миша только по дереву. Пока что. Ну, спалил, сварк. Надо было ту сковородку донести. Круглую. Надо было... Это как? А? Глубокая? Нет. Ну, мы так, ну что там, многовато, Еще масло будет добавить. Ага, сейчас сниму. Дай как Лишним не выдержу это. Макарон же много. Я не пойму, эта база, она какая-то только для... Это база только для кого? Это вообще Вон там для- вот наша палатка, Тут, нет, где много вещей. Для кого угодно. То есть тут можно приехать, там есть домики, здесь можно поставить палатки, плюс это одно из немногих кафе по Колымскому вот этому тракту, где останавливаются дальнобои. То есть чтобы пообедать. Да. Значит, это кафе только Куба, да? Только Куба, великая Куба. Сейчас работает, не работает? Работает. Кемер үйренер тоже. Bu sahar esirse. Форма Иманова. Постоянно ем. А, мясо, конечно. Это честно. Ну нормально, кстати, с сухим молоком. Получается как с молоком. Чай В такой. Москве только молоко пьете, да? Первый раз пробовал. Да. Наверняка, поэтому и вкус знаком. Даже больше, наверное, 80%. Ну да, восстановленная. Кошек осталось? Минус 2 пачки даже. Клевал, наклевал. Я спал. Сегодня Виталий точно вот тоже есть. Ой, моя такие ровные. Робин Гуд. Доктора Лахисона. Бегущий в лабиринте? Другое похожее. Голодные игры? Да. А, просто. Не время, Мостовые.
моим хвостом. Золушка. Золушка? Это Золушка, что ли? Вы что, издеваетесь? Еще раз, пожалуйста. Мы хотим на новый. Потрачит. Прилетела фея. Вот этим хвостом. Палочка Влади. Çabuk tas bilen. Ya все так канал. Не на автоматом. Тасан дахали ките. Еще бабки. Каскельда. У нас дождь. Такое Ездили на гламуре день-два. Да. Я с папиной. Коровы нет. Вообще-то вайбовее. Хватит. Классно, классно. Едем на смотровые. Поэтому она чистая сейчас. Ваше впечатление, Анастасия? Очень такая вода зеленая, такая голубая, бирюзовая, я не знаю, какой-то цвет. Очень красиво. Вообще восточно. Вот по ней мы будем сплавляться, в Восточных Андах. Но это уже завтра. Далее, просто можно туризма. Вот тут видишь перед этот искусственное золото? Очень похож. Вот здесь камень в виде сердца будет. Раньше был проводок работы. О, мы туда мараднахан стоят, конечно. Будем брать. О, говорит, плохо вот Поехали? Поехали. 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 Поехала. Привет! Привет, блог! Очень красиво. Да. До этого мы поднимались с Гулаховского моста. Очень устали. Нас очень краснело.
У нас начало подъема. 2:41. Ой, ты какая, да? Девочки, помогите. Olmasın he. Ha? Куда? А сам Всем привет. Привет, привет. Так, 3:23. Чуть меньше часа прошло. 40 минут. Вот нам тут чуть-чуть осталось. Ya, ayah anak kita kan. Какая красота! Поднялись за 1,5 часа, кстати. Фототайм. А давайте мы типа втроем вот так вот. Это сейчас, что ли? Просто. Подливай. Там Че, как у узбеков? Как у кыргызов? сходили в душ. Кто там на раздаче? Подробница? Я не знаю, как бы. У нас не тура, глухой телефон. Мне это не надо. Кому расчет бы? Вот тут еще целая пачка. Павел, ты ответственный. Я горю, да? Юрий. А, вот так, да. Да. Это когда коп указывает на кого-то. На мафию. На мафию, да. Мы правильно показываем либо лайк, то есть да, либо нет. Если да, то она просто точно знает и может более точно утверждать во время голосования, да, ее топить. Не задерживать, не делать еще что-то, а именно просто топить начинать. То есть она знает точно. Техника, которая используется на закрытых месторождениях. Ваши впечатления? Очень красиво. Прям очень. Почти плачу. Ты сливаешься с природой. Он слив природного цвета. Подожди. Очень много комаров. Дальний, правый еще. Я уже не сиди пока ничего. Повернитесь боком. Вы вообще тети Моти.
Медосклава. Да, это Медосклава. Оп. Паша, мы проигрываем. Мы проигрываем, Паша, быстрее, вперед, иди, Паша. Немножко попляй. Какой красивый кадр. Мы пришли на завтрак в Travelers. Я вообще обожаю тут тарелки, они такие красивые здесь. Уже у нас цивилизация. Сегодня спали нормально дома. Но я себя все равно чувствую побитой собакой. Потому что вообще меня покусали, у меня везде все чешется. У меня глаза, короче, все опухло. Но вообще эмоций куча. Настя уже сегодня улетает. Сейчас, сколько вам? 10:40. Настя рейс в 1:50. В 12 где-то выйдем в аэропорт потихоньку. Так вот. Приятного нам аппетита. Этот влог интересно, когда вообще выйдет. Сегодня 7 июля. Этого мы не знаем. Да. Все зависит от вдохновения. Да. Мы зашли за кофе. Любимую кофейню мою. Там сторис накупили всякого. Ну, я. Такие милости. Такую светичку купила, очень вкусно пахнет. Написано «Тапталун Крыма». Купила 2 открыточки для моих подружек. У них скоро день рождения, подпишу. Купила такую милую. И вот купила такой милый веночек. Сначала повешу в машине с земляничкой, а потом на ключи, наверное. Короче, найду куда повесить. Вот, я еще купила такой милый магнитик, повешу на свой холодильник в Москве. Я коплю магнитики в разных местах. Ой, как красиво. Привет, влог. Мы уже едем в аэропорт. Я еду провожать Настю. Настя сейчас расскажет свои впечатления. Немножечко пельмень. Вот, короче, мне очень сильно понравилось и сама Хандыга, и как мы съездили в целом, наверное. Короче, у меня мысли немножечко запутаны. Вот. Очень тяжелая дорога, на самом деле, то, что вот мы ехали 16-17 часов, а через все эти паромы дорога очень тяжелая. Особенно на обратном пути почему-то прям тяжеловато было. Но в целом это вообще того стоило, потому что очень красиво. И сплав сам красивый, и все эти горы, я прям в восторге была. И, в общем, реки, как мы поднялись на гору, я еще горжусь собой, то, что я и поднялась, и 4 дня вот так вот на природе провела полностью, без сотовой связи и так далее. Прям я еще в восторге. И сплав, и подъем, и горы, и реки, и озера, и люди тоже очень компания у нас была приятная, и мне прям все очень понравилось. Да, короче, я рада, что всем все понравилось. Поездка выдалась очень классная. У Насти на самом деле очень такая экстремальная поездка, вторая в Якутии выдалась, потому что, короче, у Насти день прилета, день отлета только в Якутске самом, а все остальные дни были, получается, в Хандыге. Вот. И
Настя только прилетела днем, мы там весь день гуляли, заснули, потом встали в 4 утра, короче, уже поехали в Хандагу и спали там в палатках. Рада, что у нас все так хорошо сложилось, потому что у нас была идеальная погода во время нашего трипа в Хандагу, потому что до этого вот наши туроператоры сказали, что лило как из ведра просто нереально. Вот, а нам типа повезло, сказали, что мы большие счастливчики, что у нас погода была классная, хотя по прогнозу тоже показывали дожди и так далее. В итоге дождь покапал совсем чуть-чуть во второй день, и все, и закончился быстро до обеда, поэтому вообще у нас все классно было. Все.